Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Наран Аип. На уходящей неделе была образована госкомиссия по изучению недавних событий в Койташе. По делу Батукаева провели очную ставку Атамбаева, Соляновой и Атахановым. Объявили в розыск сына экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Самого замминистра заключили под домашний арест до 13 октября. В рамках уголовного дела против Атамбаева арестовали имущество 7 канала. Военная прокуратура начала расследовать действия телохранителей Атамбаева. Бекбулот Талгарбеков решил отозвать свой судебный иск против бывшего президента. Здоровье главы чуйской милиции Самата Курманкулова, получившего травму головы в Койташе, начало улучшаться. Он лечится в московской клинике. Ко Дню независимости президент подписал указ о награждении госнаградами и присвоению почетных званий. Султану Ибраимову и Туревая Кулатову присвоено звание Героев Кыргызской Республики посмертно. Правительство перезаключило стратегическое соглашение с Центерой и увеличило общие финансовые поступления с 87 до 150 миллионов долларов. В Тбилиси прошли кыргызско-грузинские политические консультации. Новым послом Казахстана в Кыргызстане стал Нурпеисов, сменивший Кокрекбаева. Премьер Абылгазиев раскритиковал работу Министерства образования и науки. Экс-министр транспорта Халилов возглавил госпредприятие «Кыргызтемиржолу» дирекцию по проектированию и строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Адвокат Канат Хасанов заявил, что у него отобрали бизнес по поддельному акту. В Бишкеке прошел круглый стол по проблеме фейковых новостей. В дискуссии принял участие и министр культуры Джаманкулов. Однако один из докладов делал журналист, сам производящий фейки. Кыргызские фильмы «Песнь древа» и «Аврора» стали призерами международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат» в Уфе. Обнаружилось, что из музея Михаила Фрунзе в Бишкеке украли бриллианты и рубины. На окраине Бишкека открылся новый парк, который предложено назвать «Ынтымак». А для сегодняшней программы мы отобрали 4 главных события. Освобождение под домашний арест Өмирбека Текебаева и Дюшенкула Чотонова, годовщину независимости, начало нового учебного года и приезд в Бишкек нового президента Радио Свобода Джейми Флая. Өмирбека Текебаева освободили под домашний арест, и он поблагодарил членов своей партии. Кыргызстан отметил очередную годовщину независимости. Спикер легендарного парламента Медеткан Шеремкулов о независимости и системе власти. Каждый новый учебный год Кыргызстан встречает со старыми проблемами. В последнее время ситуация в сфере образования улучшается. Интервью с Алмазом Таджибаем. Президент радио «Азаттык» побывал в Бишкеке, но с критиками кыргызской службы не встретился. Когда кого-то в чем-то обвиняют, а он на это не реагирует, это недемократично. Интервью с Бурул Усманалиевой. 10 дней назад, 21 августа, Верховный суд рассмотрел дело Өмирбека Текебаева и Дюшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам и отменил все предыдущие решения по этому делу, как районного, так и городского, а также собственное решение, по которому они в июле 2017 года были оба осуждены к 8 годам лишения свободы. Уже через неделю, 29 августа, Первомайский районный суд приступил к делу с чистого листа и для начала принял решение, что оба политика могут быть переведены на время рассмотрения их дела под домашний арест. Освобожденных в зале суда Текебаева и Чотонова встретила ликующая толпа. Первое заседание суда назначено на 12 сентября, поэтому Текебаев выехал в Джалалабад для встречи с родственниками и вернется в Бишкек 3 сентября. То, что дело Текебаева и Чотонова было сшито белыми нитками, видели и понимали все, поэтому было бы вполне логично, если их освободили
освободили хотя бы помилованием сразу после смены власти. Но тогда еще не было открытого противостояния между нынешним и прежним президентами. Поэтому следующая возможность возникла в конце прошлого года, когда экс-президент Роза Отунбаева и лидеры всех фракций Жогорку Кеңеша обратились к президенту с просьбой помиловать Текебаева, даже если он этого не просит. А он наотрез отказывался что-либо у кого-либо просить. И вот новая возможность возникла после того, как великий возмутитель всякого спокойствия 8 августа сам попал за решетку. Выйдя на свободу, Текебаев выразил благодарность членам своей партии. Бир нече депутаттын исинен эле иш козгобостон министрликте, акимчиликте, башка муниципалдык... Не только против нескольких депутатов от нашей партии возбудили дела. Были уволены сотни и тысячи членов партии атамекен в министерствах, акимиатах, на муниципальной службе. Даже участковых милиционеров или электромонтеров, сочувствовавших партии, увольняли с работы. Это были социальные гонения, но ни один член партии не возмутился действиями руководства атамекена. Никто не сказал: давайте не портить отношения с властью и спокойно жить. Никто не жаловался, никто ни разу не возразил. Вчера Кыргызстан отметил очередную годовщину независимости. Принятие всех основных атрибутов независимой страны, первой суверенной конституции, своей национальной валюты, государственных символов, герба, флага, гимна пришлись на первые годы независимости, поэтому и называют сейчас принявший такие решения тогдашний парламент легендарным. Тогда в СССР, в состав которого входил Кыргызстан, был совершен государственный переворот. Было объявлено, что президент страны Михаил Горбачев не может исполнять свои обязанности, и новая власть, Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП, возвращает весь Союз к доперестроечным временам. Многие в Кыргызстане очень даже обрадовались такому повороту дел. В это время тогдашний президент Аскар Акаев стал обращаться в ООН и к мировому сообществу со слезными просьбами помочь маленькой республике сохраниться. Поэтому инициативу взяли на себя Жогорку Кеңеш и его спикер Миреткан Шеримкулов. Была созвана экстренная сессия, на которой депутаты объявили Кыргызстан 31 августа 1991 года независимым государством. Поэтому мы пригласили в студию спикера легендарного парламента Миреткана Шеримкулова, чтобы он поделился мыслями о независимости и нюансах государственного устройства. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вот страна отметила очередную годовщину независимости. Прошло 28 лет. Вы были в то время, в 1991 году, когда принималась эта декларация независимости, спикером парламента. И именно парламент принимал эту декларацию. Какие выводы вы за эти прошедшие 28 лет для Кыргызстана могли бы сделать? Что хорошего, что плохого случилось? Да, главные моменты. Действительно, наш народ отметил 28-ю годовщину принятия декларации о независимости Кыргызской республики. Вы хорошо помните, мы к объявлению нашей республики независимым государством шли долго. Если взять длинную историю, практически, наверное, столетиями, веками, тысячелетиями кыргызский народ шел к приобретению своей независимости, своей государственности. Это большая история. Что касается последних 28 лет, да, парламент Кыргызской республики, который вошел в историю как легендарный, действительно за свои заслуги, за колоссальную работу, за принятие судьбоносных решений, именно этот парламент вошел в историю кыргызского государства как легендарный. И среди многих документов исторического характера, исторического значения, конечно, во главу стоит именно декларация о независимости. И этот же парламент принял потом в 1993 году первую конституцию Кыргызской республики, независимого Кыргызстана, утвердил символы нашей республики, герб, флаг,
знамя нашей республики. В мае 1993 года мы ввели свою национальную валюту СОМ. Мы ввели свою национальную валюту одним из первых среди бывших союзных республик. И это тоже было воспринято другими нашими соседними государствами очень болезненно. Тем не менее, легендарный парламент, он действительно стал легендарным благодаря своим принятым решениям за те заслуги, которые этот парламент, депутаты этого парламента совершили именно первые годы, первые шаги нашей страны. Ведь, вы хорошо помните, депутаты этого созыва, 12-го созыва, на первую свою сессию собрались 10 апреля 1990 года. Это был советский период. Советский Союз, никто даже в голову не приходило, что это великая держава может распасться, правильно? Да. И вот этот период, эти депутаты, избранные период Советского Союза, период коммунистической системы, коммунистической идеологии, им выпала такая честь, и им выпала такая судьба, что они вынуждены были, с одной стороны, с другой стороны, осознанно шли на то, чтобы обеспечить переход от одной системы, от коммунистической системы, к системе свободной, демократической системы государственного управления. Этому не все парламенты были готовы. Вы поймите, вот в парламенте многих стран, я имею в виду республик, которые входили в состав Советского Союза, потом они распались. Не смогли такие документы принять. Трагически закончились деятельность этих парламентов в связи с различного рода противостояниями исполнительной власти, президентской власти и так далее. Поэтому я еще раз хочу поблагодарить депутатов легендарного парламента за ту колоссальную работу, которую они провели для того, чтобы основать фундамент нового независимого кыргызского государства. Я думаю, их заслуги, их работа, их труд останется навсегда в истории кыргызского народа. Вот вы упомянули Конституцию, да, 1993 года. Вроде бы есть разделение властей, исполнительная, законодательная, судебная, и над ними пост президента. Вот этот пост президента в парламентских демократиях, он такой символический. Да. А у нас получилось, что все-таки вот противостояние вот именно из-за... Все сейчас хвалят, многие 93-го года Конституцию хвалят, даже говорят, надо вернуться к ней, восстановить все это дело. Но там не заложено ли вот это противостояние, что есть 3 ветви власти и над ними еще один? Вы хорошо помните, вот как мы работали над этой Конституцией. Я сегодня могу сказать тоже, что Конституция 5 мая 1993 года – это была самая лучшая Конституция из тех вновь принят в новой редакции Конституции или различного рода дополнений и изменений, которые были внесены в Конституцию. Мы тогда учли опыт и западных стран, и восточных стран, и так далее, и приняли Конституцию, которая соответствует нашим традициям, нашей истории, нашей культуре, нашему менталитету с учетом особенностей Конституции всех передовых стран. Что касается вашего вопроса, институт президентства – это что, монархия? Это что, часть исполнительской власти или законодательной власти? Кто она? Вот эта власть. Кто она? Это власть. Институт президентства. На институт президентства мы шли осознанно. Потому что для того, чтобы управлять государством и управлять именно оперативно, активно, оказалось, действительно нужна власть, которая вроде бы стоит выше, но тем не менее больше президентская власть
по Конституции 93 года, я хочу сказать, она ближе к исполнительской власти. И именно президент имел право проводить заседания правительства. При наличии премьер-министра президент мог проводить заседания правительства. То есть он был вмонтирован в систему исполнительской власти. Именно так. И особенность первого поколения различных ветвей власти – это президент, это Жогорку Кеңеш, это правительство, ну, естественно, как отдельная ветвь власти, это судебная система. Так вот, в первую очередь, вот, президент, правительство, Жогорку Кеңеш, парламент, я хочу сказать, что они были действительно самыми настоящими патриотами, самыми настоящими романтиками. Одна цель была перед нами, у руководителей нового независимого Кыргызстана. Мы строим новое государство, неизведанное государство. Мы идем по неизведанному пути. И на этом этапе мы должны быть едины в своих мыслях, в своих попытках строить новые взаимоотношения, новую систему управления государством. И первые 3-4 года мы действительно рука об руку работали в очень тесном контакте. Вы хорошо помните, вот, на заседании парламента Жогорку Кеңеша за моей спиной всегда сидел президент Акаев. От начала сессии до конца. И Акаев неоднократно выходил на трибуну и объяснял свою позицию по тем или иным принимаемым решениям, по тем или иным статьям закона. Потому что тогда инициатива законодательного предположения имел и президент, и правительство, и Жогорку Кеңеш депутат. Президент сам мог выносить проект закона. И если у депутата возникали вопросы, если у них возникал, так сказать, протест, они были против принятия вот, не только закона, а вот определенных статей, президент сам выходил и объяснял, почему этот закон нужен, почему такая статья там должна быть. И именно действительно вот такая спаянная работа различных ветвей власти и давала возможность нам первые годы сохранить, когда уже Великий Союз развалился, Великой империи не стало, и нам надо было сохранить стабильность в государстве, обеспечить то направление, которое мы себе назвали независимым суверенным государством, вот эту независимость надо было обеспечить и экономически, и политически, и социально, и в международном плане, и в внутреннем плане. Не дать возможности, не допустить развала страны, не допустить противостояния различного рода, в том числе и по национальным признакам и так далее. Это был очень тяжелый период. Это был действительно очень тяжелый период, и к чести первого поколения руководителей Кыргызской республики они сумели сохранить единство народа и будущее Кыргызстана. Другое дело, потом пошли различные преобладания интересов различных групп, в том числе и первых руководителей страны. Это уже, как говорится, другая история и другой разговор. Мы сегодня с вами, я думаю, не успеем на это дать хорошую, обоснованную оценку, потому что так просто сказать одним словом, это не сказать ничего, то лучше не говорит. Вопрос, я чувствую, вы очень хотите задать эти вопросы, будет, может быть, другая возможность. На эти вопросы надо подходить очень основательно, объективно и аргументированно. Но все-таки я задам, вот, очень коротко, у нас время мало осталось. Вы сказали, что президент был вмонтирован в систему исполнительной власти. Да. Получилось так, что многие решения принимал президент, Да. а отвечает всегда премьер. Да. И чуть что, правительство, Да. чуть что отправляет в отставку премьера, или сколько у нас уже сменилось, да, премьеров за эти 28 лет, а президент почти ни за что не отвечает. Вот это изначально не было вот вмонтировано в эту систему. Вот это монтирование
и усиление президентской власти началось после того, как легендарный парламент ушел. В 1995 году, 26-27 декабря, президент Акаев был избран на второй срок. Уже 10 февраля 1996 года он внес изменения в Конституцию путем референдума, и откровенно он говорил, обращаясь к народу, что мои полномочия напоминает полномочия королевы Англии, что у меня никаких полномочий нет и так далее. И народ это поддержал. Потом уже Акаев неоднократно проводил референдум, и они привыкли к тому, что референдумом, оказывается, можно провести любое решение. Если бы через парламент, это было бы намного сложно. Да. Намного сложнее это было бы, потому что каждый депутат бы говорил свое мнение. Это допустимо, это недопустимо. А когда на народ упускается, плюс еще работает административный ресурс, любое решение на референдуме можно было набрать 90-95%. Если даже практически этого не было. От усиления президентской власти, чрезмерное усиление власти привело к тому, что первый президент усилил власть президента настолько, что у него не хватило ни сил, ни возможности, ни ума удержать эту власть. Вот в чем дело. Вот вопрос. Действительно, мы, республика, имея в виду, потом превратились в настоящую авторитарную систему нашей государственности. Это привело и к 2005 году, это привело и к 2010 году. Потому что и второй президент сосредоточил в своих руках колоссальную власть. Они не смогли как следует пользоваться, управлять этой властью, направить возможности этой власти на созидание, на будущее народа, на будущее государства. А направили это на собственные личные, семейные, клановые интересы. В этом и трагедия и этих президентов, и в этом, к сожалению, сложность, трудность, которые выпали и на судьбу нашего народа, и на будущее нашего государства. Мы до сих пор не можем избавиться от тех последствий, которые были заложены именно в период первого-второго президентов, потому что даже Конституция, принятая в 2010 году, утверждение, что мы перешли на парламентский форму управления, не соответствует действительности. Преждевременно, да. Она нет. Декларирует, но не нет, реально. она не преждевременно, она временно, современно, своевременно, но она не действует просто, потому что идет вот по инерции. Как был президент всенародно избранный, входит в его функции те или иные моменты, не входят. Народ на это не смотрит. Народ, президент есть, с него и спрос. И президент, даже сегодняшний, нынешний президент, несмотря на то, что некоторые вопросы, особенно хозяйственного направления, не входят в его функции, он обязан, он вынужден, не только обязан, вынужден заниматься этим, потому что подпирающие его, помогающие ему, исполняющие эти указания, эти законы, эти решения и парламента, и президента, наше правительство, к сожалению, во многих случаях оказывается не на высоте. И поэтому президент вынужден заниматься теми вопросами, которые, может быть, сегодня и не входят в его обязанности. Спасибо вам большое. У нас время ограниченное, но действительно мы отдельно, может быть, еще сделаем более широкое интервью. Уважаемые радиостанции, еще раз я вас поздравляю искренне прошедшим нашим праздником, праздником независимости. Это великий праздник в судьбе каждого народа, каждого государства. Только один раз в жизни бывает один праздник. Это праздник независимости. С праздником вас! Спасибо большое.
Только раз бывает праздник независимости, а в году только раз бывает День знаний. Сегодня как раз 1 сентября, а завтра, с понедельника, начинается новый учебный год. В преддверии Дня знаний правительство объявило, что в стране до конца года будет построено более 10 новых школ. Но почему они не вводятся в строй к 1 сентября, а в декабре, к концу года, никто про школы и забудет про новые школы и не будет спрашивать. И такое повторяется почти каждый год. Каждый год в конце августа обещают решить к следующему учебному году проблему нехватки учебников, и каждый год эти обещания просто повторяются, из-за чего кыргызским детям приходится учиться по учебникам, напечатанным в других государствах, которые приходится еще и адаптировать к кыргызским условиям. При этом тоже возникают дополнительные ошибки. Проблем в сфере образования выше крыши. Это и отбор кадров, которые работают в школах и дошкольных учреждениях. Учителей школ постоянно не хватает, ремонт зданий школ затягивается, и даже то, что успели сделать, такого качества, что здания начинают разрушаться чуть ли не сразу после ремонта. И совершенно непростительные ошибки при печатании новых учебников. О чем вообще можно говорить, если мы не можем решить даже вопрос горячего питания школьников? На это выделяется из бюджета 475 миллионов сомов в год. В стране имеется 1 миллион 220 тысяч школьников. В 1-4 класс ходят, допустим, половина. Это 600 тысяч человек. Каждый школьник получает в день питания в среднем на 10 сомов. То есть общая сумма уходит на питание 6 миллионов сомов. Это чуть более всего 1% от выделяемой суммы 475 миллионов. А ведь есть еще грантовая помощь. С таким отношением к образованию и к детям в стране ничего невозможно поставить на нормальные рельсы. Обсудить вопросы образования мы пригласили в студию политолога Алмаза Таджибаева, который несколько лет был членом Общественного совета при Министерстве образования. В области образования очень много проблем, просто вот выше крыши, да, и там и детское питание, это горячее питание, и вот эти учебники, нехватка учебников, и ошибки в этих учебниках, и почему кыргызские дети должны учиться по иностранным учебникам, даже если они адаптированные. Но давайте вот саму суть возьмем. Вот образование, оно выполняет свои функции. Мы готовим наше подрастающее поколение на том уровне, на котором они должны быть, для того, чтобы вот входить в жизнь после школы и начать становиться активными гражданами. Значит, это большая проблема. 28 лет система образования финансировалась очень плохо. И те, которые сейчас нехватка и профессиональных кадров, да, или которые мы критикуем, и вся помощь, и система образования, в том числе, как и другие госорганы, пронизана коррупцией, всякие проявления непотизма. Вот это как во всех областях жизни, но если взять последние годы, тенденция к улучшению идет, несмотря на вот существующие недостатки, которые мы все время говорим. Да? Если возьмем, были в 2017 году оценка начальных классов, то уровень образования она повысилась. Если вот по каким критериям? Есть национальная оценка НОДУ, называется, да, и они проводят срез знаний четырехклассников. То есть именно по стандартам, образовательным стандартам, предметный стандарт, который есть, да, и почему они сделали. И большинство, 64-70%, они успеваемость достигается. То есть это нормальная тенденция. И каждым годом она улучшается, если взять только начальные классы. Но чтобы охватить весь, там есть проблемы среднего, полного, среднего образования. Да, если мы возьмем только школы, в этом срезе она выполняется. Если возьмем даже поступление в вузы по ОРТ, которое делается СОМО, да, то если в прошлом году было 57 тысяч, которые перевалило 110 проходной балл, то в этом году 62%. То есть в этом плане тоже идет постепенно. 57 и 62? Да, 62%, да, то есть переваливаясь. И это может быть просто погрешность? Нет, но все-таки мы же тенденции следим каждый год. Ну, какую имеем вот по оценке, да, конечно, много инструментариев, но, конечно, недостаток оценки
системы образования по эффективности, по количеству, да, то, что есть у нас, я вот все рассказываю. Конечно, нужно было много, но для этого, для оценки нужно еще финансировать, нужно, чтобы еще полномасштабную оценку делать. К сожалению, бюджет не покрывает, да, поэтому, если даже по ОРТ взять регионы, допустим, в этом году была Джалабадская область, лидировала по местам, по ОРТ проходящим, да, то есть уже регионы предпочтение отдается, 60% больше берут регионы, поступающие больше, то есть результаты. Вот. Но если взять вообще финансирование, вот то, что я говорю, почему было плохое финансирование, и был уход кадров в свое время, да, за 28 лет, последние вот десятилетия начало постепенное улучшение, да, последние вот 10, ну, больше 5 лет было улучшение. Если возьмем сейчас финансирование, наша страна, бюджет нашей республики, да, это порядка 148 761 миллионов составляет, да, 148 миллиардов, да, 700. И из них, если возьмем систему образования, получается финансирование это где-то 18% от бюджета идет. 18%. Если возьмем мы по инвестициям, государственным инвестициям, да, то система образования стоит 1 миллиард 300 миллионов. Когда как сельское хозяйство 2 миллиарда 200 миллионов. А самый первый идет, это у нас транспорт, 11 миллиардов там, 300 миллионов, к примеру, да? Сомов. Да, Сомов, естественно, Сомов. Поэтому вот это соотношение, она не оправдывает. И то, что сейчас многие жалуются, вот хотел бы напомнить, инвестиционные, это школы, где строится вот этот проект, да? А у нас больше идет на вот сельское хозяйство 2 раза, там 10 раз больше система транспорта, энергетика, идет водоснабжение 5,7 миллиардов, да? То есть, если вот так сказать, и как мы можем требовать систему образования, чтобы она улучшилась и отвечала современным требованиям. Кстати, вот тот, который я говорил, финансируется школьное образование, из них 91% это зарплата учителей плюс выплата в социальный фонд. Ну, получается... 10% отдается это на текущий ремонт, да, на вот, коммунальные услуги и все остальное. В других странах, если возьмем, да, ну, развитых странах, да, там, допустим, в Германии или в других странах где-то зарплата учителей совокупности у них составляет ну, 30-40%. Ну, хотя бы 50% довести, но для этого, естественно, мы должны увеличивать наш бюджет в системе образования. 18%. Если вот госинвестициями, ну, почти до 19%. Ну, получается, вот смотрите, конечно, не хватает средств, везде не хватает. Любую сферу возьмите, все скажут, да, вот недостаточно финансируется. Но кроме финансирования еще и какие-то другие, интеллектуальные какие-то вклад должен быть. Вот что делают люди, работающие в образовательной сфере, ну, кроме учителей, которые там пашут, у них там много часов, а вот руководители, какое может быть отношение, если там министр говорит, ну что там всего 2 ошибки было там в предложении, после чего ее стали называть не Худай-Бердиева, а Худай-Урдиева, да? Если такое отношение к ошибкам. Ну, ошибки, если, я понимаю, у нас 6 миллионов населения, да, и все связаны каким-то, либо со школой, самый первый. Если возьмем, что школьное образование, это целая, ну, как бы, такой армия, да, которая составляет, вы представляете, 108 тысяч учителей, 106 тысяч учителей, получается на 1 миллион 600 учеников. Это студенты, воспитанники и учащиеся школ, да, представляем. Из них в школе 80 тысяч учителей – это школьная система образования. Возьмем. Ну, это получается где-то на 15 человек 1 учитель.
Да, где-то в Ну, среднем это- срез, допустим, если в городских там приходится там 13 или 16 учеников, да, то есть на одно, если вот такой общий срез. Но на самом деле дифференциально очень такой разрыв большой, допустим, в городских школах. Здесь где-то вот учеников больше, естественно, там 40 доходит в основном до 40, да, больше 35 учеников. В сельской местности, наоборот, там на одного учителя очень мало учеников. да? В школах, допустим, там 200, в среднем в сельских школах учатся 200 с чем-то. То есть в основном они в одну смену учатся и 2 смены, если так взять, да. А в школах у нас 3 смены, и даже я вот слышал разговоров, даже 4 смены есть школы. Вот. И вот этот денег, нехватка на инфраструктуру, на строительство этих школ, да, которые именно в городах, нехватка, это большой вопрос. И поэтому вот это все, если по уму распределять и больше финансировать, тогда мы получим. И нужно взять, если вот вы говорите ученики, да, дело в том, что только вот ближе к 2015 году реформы идут, мы перешли к компетентному подходу. То есть не знания, как раньше нас учили в свое советское время, да, а именно применение этих знаний на практике. И вот эта реформа только что начинается, и, естественно, все стандарты, сейчас предметные стандарты в образовании, их 24. Вот там где-то порядка из них 10 это старшеклассников, ну, по 5-9 класс, то делится. Но полностью еще мы эти стандарты не утвердили, потому что, когда мы анализировали, оказывается, вот писать в предметных стандартах мы потеряли этих людей за вот эти годы, за мизерную зарплату, естественно. И пришли дилетанты, которые пишут те стандарты, которые... И очень сложно. Тем более на общественных началах, допустим, есть при министерстве есть общественный совет, да, по стандарту и качеству образования, да, и они сейчас несут себе большую ответственность перед общественностью, но они на общественных началах просматривают. И там тоже все равно не хватает по всем предметам, то есть там специалисты. И когда те, которые разрабатывают авторские группы эти стандарты, вот, там бывает иногда, которые не работали в сфере образования. То есть журналисты, там, к примеру, по информатике, да, по предметам. И поэтому они на доработку отдаются. И благодаря еще поддержке международных организаций это делается. Если без них мы бы просто развалилось бы, то есть из-за нехватки финансирования. Поэтому, а вот учебник, который я к этому привожу, когда есть стандарт, который, естественно, она еще должна пройти экспертизу на правозащитную, то есть именно гендерную, где вот мы видим очень много протестов родителей, когда элементарно ну, девочкам, то есть неравенство, да, дискриминация какие-то девочкам пишется, что она должна там работать женскими специальностями, в хозяйстве, да, там, дома, мыть. Вот эти элементарные вещи, которые критикуются, сейчас общество сейчас другое требование дает. И чтобы не было насилия, там тоже это все проходит. А дело в том, что авторы смотрят на предметный стандарт, а потом уже пишут к нему учебнику. Если вот те ошибки, которые именно по содержательным месте пропустили, значит, стандарт был не такой. Поэтому этих авторов тоже сложно в чем-то обвинить, потому что они опирались на предметный стандарт. Соответственно, и еще проблема, то, что этих авторов учебников, то есть обучением еще должно быть. И это последние вот за 4 года начали задумываться, чтобы их обучать. И еще конкурс. Обучать авторов учебников? Да, и сейчас вот Кыргызская академия образования, Токтамамбетов, да, то есть они должны проходить. И еще очень много сейчас вопрос делается, министерство, делаются классификаторы. Вот начальные классы помощи, я знаю, проект американцев USAID, да, то есть они составили классификаторы, чтобы
это помощь авторам, что должно быть, что не должно быть. Да? То есть вот эти классификаторы составили, это только для начальных классов. Ну, если такие начинать углубляться, конечно, будут проблемы. Там солдат может сказать, я не выполнил свой приказ, там, стоя в карауле, потому что у меня камешек попал в сапог, и я не мог там нормально бегать. Ну, я не знаю, общее руководство должно быть так, чтобы все эти проблемы, не было таких проблем. И сейчас вот если они не могут этого сделать, они не руководители. Естественно. И сейчас вот эта система, допустим, общественный совет, который работал с министерством и министром, естественно, за эти годы, министр Кудайбердиева, она воспринимала и меняет. Но дело в том, что, смотрите, функционер, ну, чиновники, да, в этой системе, они, то есть, тушат пожар, который нужно было давным-давно, то есть это сейчас последствия. Он не должен был возникать, этот пожар. И получается, они тушат этот пожар. Ну, тушат, погасили те же самые в аттестатах, да, то есть вот эта система была создана лет 10 назад, и сейчас она пожинает плоды. И вот сейчас меняется, но этот результат придет через 5 лет. Но, может быть, и ситуация может измениться, поэтому никто не застрахован. А там просто вот по аттестатам, да, допустим, выпускается учкун. Да не будем аттестаты говорить, да. Это все виноваты, все. И в первую очередь министерство, которое не проверило ничего. Там тоже, значит, там мы говорили, что должны быть контрольные, как бы, чтобы была проверка такая, да, вот они одну проверку сделали, дали сигнал, ну, сигнальные вещи, министерство подтвердило, нормально подписало, но когда дело в том, что заказчик доставляет напрямую школам, то есть районным школам, и в каких-то партиях, вещах обнаружилось, и теперь нужно менять, и в том числе, вот, я правильно обвиняю, потому что вот в районах они должны были проверить эти аттестаты, а директора куда смотрели, когда заполняли аттестаты, да, к примеру, и нужно было возвратить. И здесь тоже... Так надо опять вот это, получается, камешек, сапог попал и так далее. Да, и вот это нужно доставать, ну, дальше же не сапогами. И вот сейчас процесс идет, я так грубо с вами говорю, то есть сейчас достают этот камешек, и на это какое-то время нужно же достать этот камешек, это неудобно. Ну, у нас уже и время, вот, если так начинать разбираться, там слишком много будет проблем, и каждая проблема оказывается вселенская какая-то. Ну, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, рассказали. Главное, чтобы качество поднималось, а вот эти мелочи, это на то они и руководители, чтобы они предусмотреть там, и чтобы этого в принципе не было таких вещей, таких накладок и так далее. Спасибо вам большое. До свидания. Накладки мы наблюдаем не только в кыргызском образовании, но даже у давно известных и прекрасно зарекомендовавших себя международных корпорациях. В Бишкеке 29 августа побывал новый президент радио «Свободная Европа», радио «Свобода», кыргызская служба которого называется «Радио Азаттык». Весной была уволена директор таджикской службы Саджида Джахфарова, и высший менеджмент радио признался, что таджикская служба работала в интересах правительства Таджикистана. Вскоре после этого были уволены региональный директор радио по Центральной Азии Аббас Джавади и затем главный редактор всего радио Ненат Пич. Такие же обвинения, возможный сговор с властями страны, на которой ведется вещание, звучат в последнее время и в отношении казахской и кыргызской служб радио. 19 августа 5 общественных деятелей Кыргызстана написали открытое письмо новому президенту радио, членам Конгресса США, который финансирует Азаттык, а также Госдепартаменту США, американскому посольству в Бишкеке и Агентству США по глобальным медиа, которому радио непосредственно подчиняется. В письме приводились конкретные факты и выражалась просьба провести независимое и всестороннее расследование деятельности руководителя кыргызской службы Венеры Джуматаевой, которая подозрительным образом в последние годы увольняла тех своих сотрудников, которые критиковали режим Атамбаева. В обществе разгорелась широкая дискуссия, которая продолжается и до сих пор, но президент радио Джейми Флай не встретился в Бишкеке с авторами открытого письма.
а на рандеву с ним были приглашены только те, кто лояльно относится к радио Азаттык и самой Джуматаевой. Поговорить о сложившейся ситуации мы пригласили политолога Бурул Усманалиеву, которая несколько лет работала в бишкекском офисе ОБСЕ специалистом по свободе СМИ. Она следила за событиями вокруг Азаттыка со стороны. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вы вот со стороны, да, не вовлеченный в конфликт, вот эту дискуссию человек, следили со стороны. В то же время вы специалист по медиа, по свободе слова. Как вам все это со стороны кажется? Почему и как это должно было бы быть, а не так, как происходит? Я тоже с удивлением первый раз узнала это обращение, когда было опубликовано в Фейсбуке руководству Конгресса Азаттыка в Америке, Конгресс, да? Конгресс, который финансирует. И потом я не стала сильно изучать, потому что думала, у второй версии тоже, наверное, есть своя правда. И потом активно не вовлекалась. Потом смотрю, у той стороны руководства Азаттыка Венеры Джуматаевой тоже появились посты, тоже смотрела. И она написала, что она на самом деле из Иссыкуля, что она с такого-то рода, училась там-то, там-то. И я не поняла, что это. Потому что это как бы письмо было не о том, откуда она там, где она училась и так далее. И я в конфузе была. И потом дальнейшие письма дальше появились. Ильнура Алканова ответила, как Шайырбек Эркин ответила, еще вот эти два ответа, еще кто был? Они там как вовлеченные. Пошло, да. Да. И тогда мне стало интереснее и как бы жарче, да. И я старалась не брать сторону, потому что я не знала ближе, что там происходит у стороны этих авторов письма, 5 человек, да. И Венеру Джуматаеву я тоже со стороны знаю, мы в теплых отношениях хороших, но как бы лично не пересекалась, и это я нейтральна, да, ко всем сторонам. И старалась очень понять как бы мотивации или нюансы всех сторон. И мне, как, во-первых, человеку немножко разбирающимся по свободе слова и по институтам демократии, еще как вообще гражданину, стало интересно, вот в чем суть конфликта. И получается так, что стороны конфликта, это одна сторона, это авторы письма и жертвы этих увольнений. Другая сторона – это руководство Азаттыка, нынешний руководитель в Бишкекском бюро Венера Джуматаева. И, она не в Бишкекском бюро, она в Пражском бюро. В Пражском бюро. В Бишкекском Айзада Касмалиева. Хорошо. Ну вот о Венере Джуматаевой идет речь. И получается, под вопросом стали суть этих аргументов, по моему наблюдению, это то, что региональный вопрос, что дисбаланс, да, что только представители одного региона там доминируют, а других как бы под разными предлогами как-то они увольняются и так далее. Второе – это кадровые решения, что во время ее правления были загадочные увольнения, о которых сейчас становится известно. И третий вопрос был, это тоже кадровый, но который связан с пражскими кадрами, которые прошли обучение, практику в Праге. И я так анализирую. И получается, поляризировались стороны. С одной стороны, защитники Венеры Джуматаевой, которые там очень паникующе отвечают, что вот как вы смели, это такой СМИ, да, это же символ и маятник демократии, да, и они как бы говорят обо всем Азаттыке как институт. И в то же время, конечно, они защищают Венеру Джуматаеву, я понимаю, они имеют право защищать. И с другой стороны, это те авторы письма, и плюс, которые реально могут, как свидетель этих дел, говорить что-то. Это Ильнура Алканова говорила свою историю, как она оказалась уволенной. Еще Эркин Шайырбек написал, да, который тоже работал много лет. И Айданбек Ахматов. Айданбек Ахматов, что очень интересно. И я как не общалась ни близко ни с кем из этих сторон, и мне показалось, что в этом конфликте должно быть ответ от стороны обвиняемого, должен быть реакция.
это обычно есть три реакции. Или ты избегаешь ответить, или ты борешься, отвечаешь, или ты игнорируешь. И сейчас то, что происходит, это игнорирование. Это, то есть, открыто в посте написано, что Венера Джуматаева говорит, очень много вопросов, у меня нет времени на это ответить, и мне некогда. Так много вопросов, я всего лишь скажу, что я родилась в Иссыкуле, училась потом, в Бишкеке училась и дальше и так далее. И я тоже была в шоке, потому что она могла бы говорить, что мне некогда, да, это не соответствует демократии, да, принципам. То есть, если вышли подозрения по ее управлению, вот такие-то, ее обвиняют в чем-то, она должна была также публично ответить, ладно, пост не надо, могла бы пресс-конференцию какую-то сделать, да, и я бы, как нейтральный человек, хотела бы послушать ее версию, в каких обстоятельствах она и по каким доводам уволила да. Айданбека Ахматова, который стал лучшим журналистом в 2016, да. А в 2017 он увольняется, его увольняют. Или Эльнура Алканова, который очень громкие расследования делала. Расследовательская журналистика – это космос журналистики. И такую работу делать, это не всем удается. И такого сильного журналиста увольнять, это мне очень удивительно было, потому что, может быть, ее характер не понравился, не знаю, да, может. Но на таких доводах увольнять человека – это очень трудно. И бывает, что многие не сойдутся по характеру, во всех организациях есть. Но то, что таких журналистов увольнять при очень негласности, то есть не объясняя им, почему это было, для меня это реально, как гражданину даже, вызывает тоже подозрение, потому что Азаттык как институт, он символизирует демократию, да, свободу слова. Это BBC и Азаттык у нас, кажется, в стране как флагманы. И мы имеем право, как граждане, если там возникли подозрения, тоже поднять эти вопросы, свободно, спокойно обсуждать. И не как вот это вот нетрогаемое что-то, да, как вы смеете, да. Мы должны тоже, если подозрения есть, дать им тоже пар, дать им тоже выпустить. Если факты совпадают, какие-то вещи, которые там они обвиняют, если они как-то совпадают, мы должны и тоже послушать их. А вторая сторона должна ответить. Ладно, не надо лично там, но какой-то публичный ответ должен был быть. Вот там одно из обвинений, что они сотрудничали и лояльно очень относились к прежнему президенту. Многие это говорят, даже простые жители в селе или даже эксперты, что вот слишком лояльно освещалось, например, хотя бы события в Койташе до того. Или вот с Эльнурой Алкановой я разговаривал, она говорит, когда ее увольняли, была беседа, и Джуматаева ей сказала, что если мы пойдем на конфликт из-за твоих расследований с властью, они могут закрыть наше бюро, там работает 60 человек, они останутся без работы, я не могу там рисковать судьбой этих многих людей из-за тебя одной. Ага. Ну и она как бы вот поняла, ну ладно, раз я такая оказалась костью в горле, неудобная, и молча ушла. А потом, когда выявились другие факты, тем более это же растрата средств. Да, пригласить людей в Прагу, платить целый год зарплату, проживание, перелет, только для того, чтобы потом уволить. Это что за вот теперь хозяйственная деятельность? Вот этим вопросам, да, кадров. На самом деле многие международные, да, тоже являются, как бы подгибаются под власть, я это наблюдаю. И то, что это произошло и стало известно через сколько-то лет, мне это очень радостно, хоть 2 года, 3 года прошло, потому что эти действия, они должны думать, будущие люди, что так нельзя делать, когда вот ситуация политическая давит, что не надо на компромисс идти. Потому что если власть поменяется, эти преступления или как эти вещи выявятся, да. И
Я сильно не знаю, насколько они односторонне были в сторону Атамбаева, но эти факты, несколько вещей меня стали в этом убеждать. Эти расследования, которые делала Эльнура Алканова, дача Су, про таможню и про... еще третья была про... какая тема была? Я вот... таможня и еще что-то было. Я даже смотрела их на сайте, ссылка у меня была, когда их еще не убирали, я смотрела. И она эти расследования делала с Уланбеком Бекзбаевым. И потом то, что эти расследования по содержанию были против той власти, получается, они управление той власти расследовали, и они были убраны. Да. Это факт, который Мало показывает... того, некоторые другие расследования, которые они совместно делали с Уланом Егизбаевым, ее имя потом ее из титров убрали ее имя, которое... Почему? Да. Вот, во-первых, она, наверное, не понравилась. Да. И, может быть, да, вот я думаю, что не понравилась, может, такая дерзкая журналистка, может быть, и не всем может нравиться. И, во-вторых, по содержанию контенту, она то, что неугодный контент убирает, это и идет на компромисс с той властью и говорит: извини, это если я тебя не уберу, то на кону судьба 60 человек, да? Это значит, что этими принципами, которых мы гордимся, там вешаем, говорим флаг, поднимаем, да. И мы сами не придерживаемся, и потом это всплывет же, и всплыло же, получается. И поэтому это очень печально, что эти контенты, не нравящиеся той власти, были убраны с сайта такого независимого СМИ. Это вызывает на самом деле подозрения. И мне кажется, ни один институт не освобожден от подотчетности перед обществом. Даже если кыргызское общество не финансирует это. На кону доверие. А доверие — это дороже денег. И я рада, что через сколько-то время всегда вот даже всплывает, и какие-то люди написали. И сейчас говорят, это власти готовят, чтобы своего человека поставить. Но эти авторы, да, все трое, они не во власти, во-первых. Если мы их хотим считать околовластными, то очень сильные там люди, которых я знаю, они ни при какой власти. Независимые, вот, да? Например, там один из авторов, Манас Саматпаке. Но он ни при какой власти всегда критикует любую власть под разными темами. Я бы не считала, что он там провластный и хочет понравиться. И там Адилет Айтикеев, да, один из авторов. Да. И Бегал Наргузуев, Талда Акеров, Бектур Асанов. Да. И вот самое главное, кадровые, финансовые, и вот то, что вот сговор с властями. И вот то, что пражские кадры потом оказались невостребованными, это очень вопиющее явление. Я не руководитель, мне, может, легко сказать, но сколько ресурсов потрачено на этих людей, проживание это. И на самом деле мы должны быть благодарными, кто платит эти деньги, а это американские налогоплательщики. И они должны отчет потребовать. Почему вы потратили деньги для того, чтобы уволить человека? И потом эти кадры при приезде оказались ненужными, то это очень большой сигнал и подозрение по кадровым решениям, да? И финансовым. Спасибо вам большое, что пришли нам, ответили, выразили свое мнение по этому вопросу. Будем следить, что будет дальше. Спасибо большое. До свидания. Сигналов и подозрений накопилось достаточно много. 23 августа на Пятом канале вышел авторский материал о возможном сговоре руководства Кыргызской службы радио «Азаттык» с режимом Атамбаева. Он был подготовлен на основе открытого письма, опубликованного 19 августа. Специальный сайт, призванный изобличать фейки и манипуляции, сайт «Фактчек», якобы скрупулезно исследовал этот материал, однако отбросил все ссылки автора на открытое письмо, приписал ему все, что говорилось и показывалось, и сделал вывод, что чуть ли не каждое предложение и выражение материала – это манипуляция.
Так что сама эта проверка фактов оказалась достаточно грубой и целенаправленной манипуляцией. Однако многие ей поверили, особенно люди из числа кыргызоязычной интеллигенции, которые гневно обрушились на критиков руководителя кыргызской службы радио «Азаттык», подозревающиеся в том, что она изменила высоким принципам Азаттыка. Но нельзя призывать к точности неточными методами, бороться за правду неправедными способами, ратовать за добросовестность недобросовестным путем. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания. Да, и хотят нас тоже сама- группировать под один регион, как я вижу, да, оказывается, они под одним регионом, вот они против там другого региона. Вот региональный вопрос сам по себе очень глубокий, оказывается, болезненный вопрос, он, оказывается, живой сидит в головах всего У общества. нас уже время, оказывается, подходит. Ну, действительно, региональный – это не самый главный аргумент. Да, не тут самое главный главное аргумент – это обвинение. кадровые